Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал eLife. Сегодня мы с вами погадаем на отношения. Расклад будущее ваших отношений. Вы загадываете человека, и мы посмотрим, а что вас ждет в отношениях в ближайшие 3 месяца. Вообще, какое будущее будет у этих отношений в ближайшие 3 месяца. Вот я взяла для этого Таро ангелов. Вы эту колоду, наверное, знаете. Вот такая колода, да, с этой рубашечкой. Но она у меня, конечно, приобретенная. То есть я ее приобрела недавно. Просто чтобы было. Ну, про нее у меня есть шот на канале, да, про мое приобретение. Так, у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Будущее ваших отношений. Вы загадываете человека. Пока перемешиваю колоду, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. А после просмотра пишите обязательно комментарий, свое мнение об этом раскладе. Давайте снимем 3 раза, чтобы посмотреть послание высших сил для тех, кто смотрит видео с самого начала. Да? Так, давайте посмотрим, значит. Видите, тут у нас тройка жезлов. Есть жезл, на который человек опирается, есть жезл, которым толкает человека или помогает ему ангел, а есть черт. Есть жезл, которым толкает черт. Да? Вот смотрите, как получается. Есть темная сила, есть светлая сила, и есть и вы. И высшие силы говорят о том, что нужно все-таки быть на стороне светлой силы. Нужно смотреть вперед в будущее. Прошлое не должно вас толкать в спину. То есть нужно научиться и отпускать, и прорабатывать это все. Да, все, что связано с вашим прошлым. Вот. И строить планы на будущее, смотреть в будущее с оптимизмом. Хорошо. Первая карта показывает вашу роль в отношениях. Именно вашу роль, по ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Вот выкладываю 3 карты, 3 позиции. Вот так, значит, все выкладываю, значит, вот так. 3 позиции, 3 карты. Первая позиция у нас будет вот такой вот тигровый глаз. Вторая позиция, тут у нас, значит, Корнелиан. И 3-я позиция, видите, такой вот содолитик, небольшой содолитик. Итак, смотрите, 1-я, 2-я, 3-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с 1-й позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, будущее ваших отношений примерно на 3 месяца. Что ждать вообще от отношений? Смотрим и анализируем плюс ваши отношения. Да? Наш тигровый глаз и 1-я карта. Ваша роль в этих отношениях, по ней вы ориентируетесь. Правильно ли вы выбрали позицию? Вышла карта Паж мечей. Посмотрите на Пажа мечей. Он такой сердитый. У него меч в руках. Сердитый ангел, да? И птица есть. То есть, по сути, вот вы в отношениях-то заинтересованы, но не доверяете. Часто, возможно, вы выходите с партнером или с партнершей на конфликт. Потому что у вас есть внутреннее недоверие. Может быть, повод для этого был. А может быть, вы просто недоверчивый человек. Карта говорит о ком-то, кто постоянно критикует, может высказывать свое недовольство, капризничать. То есть вы в отношениях вот такой вот персонаж интересный, который может вот истерики какие-нибудь, не знаю, закатывать, или просто нервничать постоянно, или быть недовольными постоянно чем-нибудь. Вообще, на самом деле, если вы недовольны отношениями, да, и много раз об этом сказали, но ничего не исправлено, вам следует задуматься, а ваши ли это отношения, то есть насколько они действительно вам нужны. Но, конечно, у каждого своя история. У каждого своя история. Может быть, вы просто нервный человек.
Вот поэтому постоянно всем недовольны, критикуете, да, то есть, может быть, у вас есть сварливость какая-то, постоянное недоверие, ревность, да. Смотрите аккаунты, там, может, смс-ки какие просматриваете у человека. Какая роль этого человека в отношениях? Давайте посмотрим, если вы себя узнали. Если нет, ищите свою позицию. Какая роль его в отношениях? Давайте посмотрим. Значит, он тут маг. Маг – это человек немножко эгоистичный, но все же инициатор и лидер. Да? Этот человек может много хорошего создавать в отношениях, но по своему желанию. И на самом деле этот человек заинтересован в ваших отношениях. То есть вы ему, ну, судя по этой карте, в принципе, это нужны. Но в первую очередь такой человек будет думать о себе, о своей работе, о своей самореализации. А отношения все равно не будут стоять всегда на первом месте, да? Но и заинтересованность есть. Я не буду говорить здесь, что вы человеку там не нужны или еще что-то. Нет, вы нужны, именно нужны. И я бы еще, знаете, как сказала, роль мага – это роль лидера все-таки, да. А Паш мечей, он тоже, вот он хоть и ребенок, но он тоже пытается быть лидером. Если вы женщина, все-таки магу, мужчине нужно отдать его роль, не стараться его перебороть. Это важно. Так, проблемы в отношениях с вашей стороны. Давайте посмотрим. Проблемы в отношениях с вашей стороны. 5 жезлов. Скандальность. Постоянные конфликты, ругань. Не можете найти общий язык. Соревнуетесь с партнером. Тоже хотите быть магом, да, в отношениях. Постоянно лезете на рожон, скорее всего. Провоцируете конфликты. Или провоцируетесь на любые слова там лишние, там сказанные. Бывают такие люди, что реагируют вообще на каждую мелочь. На каждое сказанное слово, там, на эмоцию на лице, на все, на все. Вот мне кажется, вы на все реагируете, вас очень легко спровоцировать на конфликт. Либо вы сами эти конфликты, даже как зачинщик, да, постоянно провоцируете себя на то, чтобы вот выводить человека. Или, знаете, еще такое может быть, что вы вообще всегда ругаетесь. И в это вот с этой стороны, с вашей, да, это самая большая проблема, как вам кажется, что вот мы ругаемся, это самая большая проблема. Но люди не могут здесь найти общий язык. Я вообще с трудом понимаю, как маг с пажом мечей могут найти общий язык. Паж мечей изначально не настроен на это. А маг и не собирается как бы бегать ни за кем, понимаете? Ну, еще прислуживать пажу, так тоже не бывает. Я все-таки маг. Хорошо. Его проблемы в отношениях или ее, да? Повешенный. Этот человек считает себя в некотором роде жертвой этих отношений. Причем он довольно эгоистичный, лидер, инициатор даже в чем-то, но считает именно себя жертвой, да, жертвой. Вот посмотрите-ка на него. Я вот еще, знаете, как вижу, что он тоже такой с характером эгоистик. И вы со своей как бы такой вот вспыльчивостью и характером, и он, я жертва этих отношений. Чуть ли не с абьюзером или с абьюзершей он живет, да? Или там общается. Интересно. Хорошо, ваше представление об этих отношениях. 2 пентаклей. Вам кажется, что это игра 2 детей. Вот посмотрите. Игра 2 детей настоящая. Причем кого-то, скорее всего, кто уходит по дороге, уже выгнали из отношений, кого-то третьего, кого-то лишнего. Кто-то там мешал чего-то, да, или был. Вы еще и кого-то подсидели, скорее всего. Но вы считаете, эта игра 2 детей стабильностью не пахнет. Вот с вашей стороны, вам кажется, стабильностью здесь даже не пахнет вообще в этих отношениях. Хорошо, давайте посмотрим с его стороны, как он видит отношения, как он видит. Ну, значит, тут влюбленный. Он считает, что у вас есть чувства друг к другу, что вы любите друг друга, что вы созданы в каком-то смысле друг для друга, как вы 2 как половинки, очень похожи друг с другом, поэтому вы и ругаетесь. Много нужно прорабатывать в отношениях. Считает этот человек отношения судьбоносные. И, конечно, разлучаться с вами ни в коем случае не хотелось бы этому человеку. А пройти все трудности вместе. Понимаете? Вместе.
Как обстоят дела между вами на самом деле? Шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, что дела обстоят таким образом, что каждый уходит от видимых уже проблем, прячется от них, не решая. То есть здесь могут люди совместно, конечно, и путешествовать, я это понимаю по этой карте, есть такой знак, что обстоят дела так, что если вы путешествуете, у вас все вообще хорошо, совместные поездки нужны. Но шестерка мечей также говорит о том, что люди могут плавно выплывать из проблем, из трудностей в отношениях, но, возможно, не всегда их решая. То есть иногда вы пропускаете мимо ушей оба эти проблемы. Вот. Причем еще такой момент есть, да? Именно в этой колоде мы видим, что когда лодка отплывает вот с семьей, с мамой там, с ребенком, и, возможно, даже там еще кто-то, да, отец, наверное, или еще как, то там угрожают, ну, вот эти вот с мечами, и рыцари, да, с мечами, или как сказать, эти нападающие. Вот. И, может быть, на ваши отношения есть нападки третьих лиц. Так именно обстоят дела на сегодняшний день. Так, какое будущее у отношений в ближайшие 3 месяца? Карта суд. Суд говорит о том, что идет возрождение. В отношениях в ближайшие 3 месяца сильное улучшение. Высшие силы на вашей стороне. Но все-таки и свои усилия какие-то надо прилагать для того, чтобы отношения стали лучше, возродились действительно, приумножились, так скажем, чтобы была любовь, чтобы было нормальное отношение друг к другу и доверие, и все. Все-таки для этого нужно прилагать усилия. Но отношения могут претерпевать изменения в лучшую сторону, и именно как будто бы возрождение в ближайшие 3 месяца. Как будут развиваться отношения сейчас? Вот именно сейчас, от сегодняшнего дня, когда вы смотрите это видео, то есть на 3 месяца мы посмотрели, а как сейчас пойдет, вот в каком направлении, да? Давайте посмотрим. Тройка кубков в сторону счастья. Может быть, что-то хорошее, светлое в отношениях в скором времени. Здесь вполне перспектива есть порадоваться чему-то, получить подарок или приглашение от любимого человека. Явно человек заинтересован в этих отношениях, поэтому может делать для вас приятные подарки и сюрпризы. Просто чему-то вместе обрадуетесь, будете что-то праздновать, какую-то свою, ну, не знаю, победу, да, может даже в работе, но вот вместе отмечать, и будете очень хорошо друг к другу относиться. Направление очень хорошее, и на 3 месяца перспектива оставаться вместе у вас есть. Главное не выходить на конфликты, а работать над отношениями. Здесь все еще может быть очень хорошо. Но такой ответ. Вот такой ответ. Итак, мы идем дальше. К позиции номер 2. Будущее ваших отношений примерно на 3 месяца. И, значит, первая карта показывает ваша роль, да, ваша роль в этих отношениях. Вы по ней ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Ваша роль в отношениях — рыцарь пентаклей. Никто никуда не торопится, да. Идет, значит, медленное движение, очень слабое движение, да. То есть вы очень стабильны в отношениях, не слишком романтичные, но серьезны. Вы заинтересованы в отношениях, но также вы заинтересованы в том, чтобы и работать, и зарабатывать, и накапливать деньги, может быть, вот так. Ну, в принципе, вы заботливы, однако, я вот говорю, романтики от вас мало можно ожидать. Вы как-то более суховаты, чопорные, может быть, у вас мало самих по себе вот романтических чувств, переживаний и страсти к партнеру или к партнерше. Но, в принципе, на вас можно положиться, вам можно доверять, и я бы сказала, что и вы доверяете этому человеку сейчас. Вполне. Так, его роль в отношениях, если вы себя узнаете, да, его роль в отношениях, если вы узнаете, это королева мечей. Он такой вот, знаете, холодный. Королева мечей, она всегда строгая и холодная. Вот вы оба какие-то строгие, да. В принципе, королева мечей — это человек тоже не романтичный, скорее всего.
и тоже суховатый, и вот серьезный. Вы как-то друг другу в этом плане, мне кажется, подходите, но у вас у обоих сложноватые характеры. Вы такие оба не, ну, как сказать, не общительные, может быть, не совсем общительные для других людей. И я бы сказала, что ваш партнер или партнерша человек не очень добрый или чуть-чуть даже мстительный. Вот так. Ну, если вы что-то ему сделаете, ну, чем-то зацепите, обидите, он будет обязательно на вас отыгрываться. Королева мечей. Еще королева мечей может показывать со стороны вашего партнера вмешательство, если это мужчина, вмешательство какой-то женщины в ваши отношения. Вред от нее, я бы даже сказала, вред от нее. Я не буду говорить, что у него там любовница или что-то. Не обязательно. Может просто быть недоброжелательница для отношений. Вполне такое. Потому что строгость какая-то такая, холодность идет. Изморозь, я бы сказала, вот так. Хорошо, давайте посмотрим ваши проблемы в отношениях и его проблемы. С вашей стороны какие проблемы? Семерка кубков. Семерка кубков говорит о сильных иллюзиях. То есть вы не всегда и как бы и говорите правду обо всем, что внутри, да, зачем, мол, иной раз это все показывать. И иногда как будто и не знаете всей правды. Вот что-то у вас за занавесом спрятано, а вы не знаете, что. То есть с вашей стороны проблема, что вы не можете разгадать партнера или партнершу, или его тайные замыслы, или его нутро. До конца понять не можете и стоите перед некой дилеммой. Может быть, вы иной раз не знаете, как совершить правильный выбор, выбрать стратегию, как общаться с этим человеком. То есть вот такое тоже бывает по этой карте. Вы запутались, может быть, и в этом тоже ваша проблема. Вы не знаете, как правильно себя с этим человеком вести, как его понять. Вот. Тем более, что человек молчит, он молчаливый слишком. Вы молчаливый, он молчаливый. Не обо всем, что внутри докладывает, и не понятие, что действительно там в этой изморози, да, происходит. Так, его проблема в отношениях. Давайте посмотрим его проблема. Четверка пентаклей. Он слишком вцепляется в отношения, держится за них мертвой хваткой, при этом действительно является сухим, неромантичным. Потом, значит, он сам по себе человек, возможно, жадноватый. Обе карты об этом говорят. Щедрости тут не жди. И также, вероятно, не обладает большими материальными ресурсами. Если это мужчина, и у него нет денег или их мало, естественно, это проблема для отношений, потому что женщина всегда ждет вложений, подарков, каких-то, да, покупок, чего-то, еще что-то. Обеспечивал, чтобы мужчина. Если он этого не делает, для него это проблема. Для женщины тут проблема то, что она уж больно цепляется за отношения, вцепляется так, что чувство собственничества испытывает слишком сильную вот такую тягу держаться, но при этом не испытывает тех романтичных чувств, какие должны быть. И это странно, очень странно. Я и отпустить не хочу, и у меня нет романтических чувств. Причем ревность, может быть, такая ужасная ревность, патологическая, я бы сказала. Интересно. Какое ваше представление об отношениях? Как вы их представляете себе? Четверка мечей, что они уж больно тихие, слишком спокойные, и в них вроде как нет слишком больших конфликтов, но и ничего особо не происходит. Возможно, здесь даже мало сексуальных отношений, сниженная либидо, или люди практически, вообще молчат, плохо общаются, мало общаются, но и не ссорятся, да. Как-то больно тихо, да, вот вам кажется, больно тихо в отношениях, ничего не происходит, вяло, все вяло. Как этот человек видит ваши отношения? Семерка мечей. Что отношения какие-то не очень честные, он считает. Хотя вы очень честный человек в отношениях. Вы можете не сказать чего-то, что наболело, да, но на самом деле вы и врать не собираетесь. Вот у вас нет такого, чтобы врать. А этот человек не доверяет вам. Он считает, вы что-то скрываете.
Хотя сам тоже пытается вроде быть более-менее честным, да, но считает, что вы что-то скрываете, и вам нельзя доверять. Еще может быть ревность в отношениях, или с его стороны какая-то тайна, которую вы не знаете, но на самом деле этот человек не хотел бы иметь тайн. То есть он хотел бы, наоборот, быть кристально честным и справедливым. И если у него есть тайна, то его буквально как-то заставила жизнь настолько вот, что, чтобы была эта тайна, что аж не знаю. Скорее я склоняюсь, что это не тайна, а он вам не доверяет, да? Вот это больше похоже, что этот человек вам в чем-то не доверяет. Так, значит, как обстоят дела между вами на самом-то деле? Карта Император. Между вами обстоят дела таким образом, что вы на самом деле имеете очень крепкий союз. Этот союз невероятно серьезный. И один постоянно защищает другого, а второй проявляет ответственность. Один из вас явный лидер, а второй нет. И как может быть, что и вы лидер, а он нет, и наоборот. Но вы оба строгие, довольно дисциплинированные люди, как будто бы. Правда, не очень романтичные, это видно. И слишком дотошные, да. Но вы друг за друга горой. И правда, бросать никто никого не собирается. Обстоят дела так, что вы держитесь друг за друга. Даже при отсутствии каких-то романтических, вот прям больших переживаний и чувств. Хорошо, какое будущее ждет отношения ваши в ближайшие 3 месяца? Вышла карта Туз мечей. Ну, когда-то должен был наступить этот момент прорыва истины и правды, и каких-то, открытия чего-то, информации, тайн открытия, может быть, или каких-то обстоятельств, которые вы не знали, или не знал этот человек. Откровенный разговор. Сдвинулись с мертвой точки, что-то изменилось в лучшую сторону, может быть, вот так. Кстати, туз мечей часто показывает, что люди, все же решили разрубить что-то негативное, да, между собой. То есть реально момент очищения какого-то. Именно очищение идет. И получение информации, общение вот на чистоту, да, вот прямо, общение прямо. Как будут развиваться отношения сейчас, вот с момента вашего просмотра, в какую сторону они пойдут? В сторону дьявола. Сначала люди не будут даже пытаться отпустить друг друга, идет манипуляция в отношениях. Может кто-то извне манипулировать вами обоими, пытаться управлять или как-то помыкать. Вот как говорят, там родитель, например, еще кто-то может такое делать, да. Там может быть вмешательство какое-то, опять же, может идти сейчас, вот поэтому идет дьявол. Дьявол, он показывает часто что-то темное в отношениях. То есть, вот как я говорила, люди цепляются друг за друга, непонятно почему. Вот. И даже может быть черная магия на вашу пару, поэтому будьте внимательны в ближайшем будущем. Но в целом отношения многообещающие, однако вы оба очень вот прям сухари, да. И, конечно, вы нашли, может быть, друг друга, но я вам скажу честно, лучше бы вы добавили романтики в отношения. Правда. И отношений сексуальных. Вот такой ответ. А мы идем дальше. Значит, 3-я позиция, наш содолит. И мы, значит, смотрим, первая карта, ваша роль в отношениях. 8 мечей. 8 мечей, она показывает, что вы очень закомплексованы в этих отношениях. Считаете себя человеком, пострадавшим от этих отношений, закрытым. Вы мученик, да, мученик этих отношений, мученик того человека, которого вы загадали. Вот он вас мучает. Он должен вас спасти, как вы считаете, у вас комплекс жертвы. Вы сейчас переживаете не лучший период в этих отношениях со своей стороны именно. Если вы себя узнаете, обязательно смотрите дальше. Тут нужно решать что-то. Потому что вы явно страдаете в этих отношениях. Вы страдаете. Ваша роль страдальца. Ваша роль мученика. Человека, которого надо спасти. Вы часто закрываете на что-то глаза, у вас повязка на глазах. Поэтому давайте вот, если узнаете, смотрим его роль в отношениях или ее. Давайте так. 7 пентаклей. По сути, роль так-то неплохая, да.
Карта говорит о том, что человек, в принципе, хоть и не очень романтичный, но добрый, еще не отпустил, допустим, всю ситуацию этих отношений от себя, а наоборот, вроде заинтересован, зарабатывает среднее количество, скорее всего, денег. Деньги тут, видите, для него роль в отношениях важна, чтобы он приносил деньги, если это мужчина, а если женщина, чтобы были деньги. Тут разжигается огонь, очаг. Поэтому этот человек себя видит, как вот его роль в отношениях. Все-таки хранитель очага. Интересно. Вы считаете себя жертвой, а он хранителем очага. Ладно. Какие с вашей стороны проблемы в отношениях? Именно с вашей стороны. 4 кубков. Вам скучно, плохо, что-то апатично, как-то депрессивно, молчаливо, что-то не так. Вам опостылило все в этих отношениях, скорее всего, или надоели все те проблемы, которые накопились. Ну, вы и правда считаете, возможно, себя жертвой, потому что, может быть, много решали проблем в этих отношениях и несли все на себе, понимаете? И вам это надоело, задолбало, вы уже ничего не хотите, и это ваша самая большая проблема. Скорее всего, вы этого человека уже либо не любите, либо слишком на него огорчены, обижены, что вот не хотите его пока замечать. Вот правильно, завязанные глаза, да, я не хочу тебя видеть. Что-то такое. Его проблема в отношениях – это карта башня. Он слишком иногда бывает вспыльчивый. Вспыльчивый, рубит с плеча, сгоряча может что-то натворить, наделать. Ведет себя иногда очень погано. Может что-то наговорить, не знаю, гадкое. Башня, она и есть башня. Этот человек все-таки слишком импульсивный. Его проблема в отношениях – это импульсивность или дурацкие поступки. Вот. Иногда энергия разрушения включается. Хотя человек заинтересован в отношениях, но может рушить на пустом месте. То есть вашу связь, да, ваше доверие друг к другу. Так, ваше представление об отношениях давайте смотрим. 8 жезлов. Ну, вы считаете отношения довольно яркими на самом деле. Ваше представление позитивное в том плане, что когда-то вы видели эти отношения яркими, горячими, хорошими, светлыми, что ли. Когда-то вы на них надеялись, рассчитывали. Когда-то вы считали, что есть большой потенциал у этих отношений, огонь, страсть, может быть, да, и будущее. То есть вы до сих пор даже внутри себя считаете, что все могло бы быть. Его представление, как он видит отношения. Карта «Мир». Видите, мир говорит о том, что человек, он как бы считает эти отношения серьезными. Он считает эти отношения очень гармоничными. Тут женщина с ребенком, вот он видит эти отношения семейными. С детьми должны быть, мол, отношения. Вот так, что еще и дети должны быть. И как, ну, брак, семья, дети, вот так. Этот человек серьезно заинтересован в отношениях. Ну, если между вами еще нет таких серьезных отношений, то, скорее всего, этот человек об этом думает, мечтает, хотя очень импульсивный. Вообще проблемный человек, видимо. Так, хорошо. Как обстоят дела на самом деле между вами? Умеренность. Умеренность говорит о доме, о том, что у вас могут быть серьезные отношения или уже есть, о том, что вы можете мириться друг с другом, терпеть недостатки друг друга, быть в очень гармоничной связи, исцелять друг друга. То есть на самом деле сегодня и сейчас это вот такой потенциал отношений, очень высокий. Умеренность – одна из лучших карт для отношений. И между вами вполне могут быть очень хорошие, светлые отношения, благословленные Богом. Вот так. Хорошо. Какое будущее в отношении в ближайшие 3 месяца? 7 жезлов. Отношения еще будут продолжаться в ближайшие 3 месяца, но за них придется побороться, да? Или между вами могут быть некие противостояния.
Вот либо вы боретесь за отношения вместе, отстаиваете их против кого-то, против врагов для этих отношений, да, либо вы постоянно нападаете друг на друга. Один нападает, второй защищается. Вот я бы вам этого не советовала, второго варианта. Лучше отбить отношения от врагов, чем нападать друг на друга, да, периодически. Но отношения продолжатся. Как будут развиваться ваши отношения сейчас, когда вы смотрите это видео, вот с этого момента, куда они пойдут? Тройка пентаклей. Будет много шансов хороших, на самом деле, вот сейчас, именно сейчас, много шансов хороших для отношений, для их продуктивного развития, для продуктивной работы над ними. Совместно что-то люди делают, вот. Прибавление, может быть, в финансовом смысле, что улучшит погоду, так скажем, в отношениях. Здесь есть перспектива, здесь может все продолжаться, может все улучшаться. Но нужно над этим работать, то есть характеры свои немножко брать под контроль. Я так понимаю, у вас пошла апатия, вы ничего не хотите. Конечно, могут быть из-за этого какие-то трудности, но человек может, раз он заинтересован в вас, он может что-то сделать для вас, и все-таки улучшится ситуация. Ну, вот такой ответ дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.